Добрый день. Посмотрите, сегодня пошел первый снег, наверное. Значит, зима наступила. И мы в 25-й раз, собрались, чтобы отметить, помянуть День памяти жертв политических репрессий. И 15-й раз вот здесь, на этом месте, у этого памятника часовни. Ровно 16, извините, с арифметикой плохо. 16 лет назад вот мы открыли все вместе этот памятник. И вот если кто помнит, тогда тоже шел снег. Это было 7 ноября, кстати. Снег шел очень густой и ложился, не таял уже. А первый снег, он всегда чистый. Это потом всякая дрянь налетит на него, и кислотность и прочее. Первый снег чистый, как память, такой, какой она должна у нас быть. Да, сегодня мы стараемся рассказать людям о том времени, вовсе не считая, что только этим террором исчерпывается советская история и тем более российская история. Но мы должны знать все страницы нашей истории, а не только те, которыми мы по праву можем гордиться. Иначе наша история будет неполной, и память наша будет неполной. Сейчас принята государственная концепция по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. В ней четко записано, что приоритетными направлениями является мемориализация, то есть установление мест захоронения репрессированных, установление там памятных знаков и издание книг памяти. 25 лет прошло, мы отмечаем это событие, этот день. А книги памяти изданы далеко не во всех регионах Российской Федерации. В некоторых издание прекращено, только начавшись, как в Рязани, первый том выпустили, и дальше деньги кончились. В некоторых вообще и не начиналось. И с одной стороны, да, мы говорим, нужно назвать все имена, а с другой стороны, как это сделать, если с каждым годом все труднее и труднее получать информацию о людях, которые сгинули в лагерях, в ссылке, на спецпоселении. На федеральном уровне доступ к ней постоянно ограничивается. Документы открываются, а личные данные репрессированных, по которым можно узнать, где они были, где они закончили свой земной путь, сказать родным, где можно им поклониться, вот они все время закрываются. И, по сути дела, общественные организации, в том числе и фонд покаяния, по сути дела, не могут получить эту информацию сегодня, только родные. В соответствии с этим стоит вопрос, а как выпускать книги памяти, собственно говоря. Наше издание уникально. Мы первыми в России начали собирать и печатать фамилии политических заключенных, реабилитированных. И сумели сделать только 2 лагеря, Ухта-Печорский и Ухта-Ижемский. На этом дела заключенных закрылись, и дальше мы информацию получать не можем. Это федеральная инструкция, это не наша. Наши здесь абсолютно ни при чем. Они только выполняют то, что обязаны, выполнять то, что принимается на федеральном уровне. Мы сегодня готовимся выпустить первую часть, тоже, я считаю, уникального мемориального издания энциклопедии «ГУЛАГ в Коми АО, Коми АССР». Первую часть, потому что на 2 части денег не хватает. И опять мы сталкиваемся с той же проблемой. У многих политзаключенных, а это люди не рядовые, мы печатаем статьи о тех, кто чем-то отличился. Это ученые, поэты, композиторы, это строители, рабочие. Среди них ведь есть и герои социалистического труда,
потом получившие, герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы, это все вот враги народа. Среди них есть герои Советского Союза, которые героями Советского Союза попали в лагеря уже, и не все вернулись. Среди этих людей новомученики российские, ведь здесь в нашей земле упокоилось 8 новомучеников заключенных, которые прославлены не в нашей епархии. Владыка говорил о тех новомучениках, которые прославлены в нашей епархии. А есть еще те, кто прославлены в других епархиях, а скончались здесь, умерли в наших лагерях и похоронены здесь. И мы зачастую не можем узнать, когда они попали в лагерь. Мы знаем, что они были в лагере, что с ними стало после лагеря. Действует ограничение на личные данные 75-летней давности. 75 лет прошло, мы можем получить информацию. Нам ее дают, помогают, а дальше нет. Все. Вот так обстоит дело сегодня. Поэтому, понимаете, вот мы с вами, особенно вы, вот люди старшего поколения, я просто здесь вижу очень много знакомых лиц, вы, по сути дела, живые хранители этой памяти. Вот. И поскольку у нас и сегодня общество, прямо скажем, неоднозначно относится к тем событиям, о которых мы сегодня говорим, очень неоднозначно, мы по-прежнему расколоты вот в отношениях к политическим репрессиям и к их оценкам, я бы сказал так. Вот вы живая память, и на вас, ведь на вас ответственность не только за родных, за своих, на вас ответственность за всех, в том числе и за другое поколение. О том. Если вы не будете говорить об этом, рассказывать правду, кто тогда это сделает? Так что я надеюсь, что мы и в следующем году, и через год, и через 2 соберемся здесь и помянем своих родных, помянем всех наших граждан России, тех республик советских, которые не пережили эти тяжелые годы. Спасибо. Вечная им память.